Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Сделать это выступление меня побудило одно событие. Дело в том, что позавчера мне один человек в Телеграме сообщил о том, что они собираются, в Стамбуле собирается сделать митинг протеста. И я ждал этого события, ждал, чем закончится. И вот вчера мне буквально сообщили весьма неутешительные вести о том, как все произошло. Проще говоря, это можно назвать полнейшее фиаско. Были продемонстрированы чудовищная неорганизованность, спонтанность. Я видел, мне прислали видео о том, что как отъезжает этот фургон транзит, и о том, что этот человек говорит тем. Было сообщено, что произошла драка. Там же я увидел, что на лицо произошло не драка, а избиение. И человек, отъезжая на машине, крича грязные ругательства, задевая чью-то мать, вернее даже их всех матерей, а те в ответ ни слова не говорят, помогает подняться человеку с тротуара, которого видно и больше всех досталось. Это в очередной раз продемонстрировало о том, как все поставлено у так называемой оппозиции. Совершенно непонятно, чем руководствуетесь и чем мотивируете вы, когда вы собирались проводить этот митинг. Что у вас в головах? А вот другая сторона, она показала четкую организованность, четкий план. И она делала так, как надо было делать. Она вас вставила в свою подпрограмму и просто пропустила по стеку. Вот что и произошло. У организаторов митинга сейчас стоит очень архисложная задача. Как мне сообщили, несколько человек задержаны и вроде бы собирается привлечь адвоката, и адвокат запросил кругленькую сумму. Ну, у организаторов этого митинга стоит архисложная задача – собрать деньги на этого адвоката. Потому что если вы их не вытащите, ребята, больше за вами люди не пойдут. Только для этого нужны мозги, для этого нужны люди с головой и с деньгами. А теперь же просто скажите, а у вас такие люди есть? У вас есть только, как сказал этот участник, вак-вак, и больше ничего. Мне печально увидеть такой результат. Это просто полная фиаско. Как в прошлый раз, как в этот раз. Как было, так все и осталось. Слепили наспех из говна и палок. Прошу прощения, конечно, за мой французский. Ребята, пора же взрослеть наконец. Бросите их. Все, ребята, ваша песенка спета.